Всем привет! Ну вот, ребят, поход. И поход сегодня у нас на Таежную речку, где я обычно раз в год ловлю хариусов. Езжу на мотоцикле «Восход». Дорога вот такая. А сегодня я решил полностью этот путь пройти пешком. Сегодня у нас 27 сентября. Сейчас 5 часов. Нет, обманываю. 6 часов. Да нет. 5 часов 30 минут. Я после 4 встал. 5 часов 30 минут утра. Поход будет нелегкий, сразу скажу. Во-первых, очень много мне придется идти пешком, но я так решил. Хочу с манком поманить рябчиков. Не знаю, какая будет охота, рыбалка. Сейчас покажу дорогу. Дорога в этом году просто идеальная. Можно хоть на чем ездить тут. На велосипеде, в мотоцикле. Очень много народу ездит. Видно, сейчас собирают ягоды. Охота открыта. А я пешком. Схожу пешком. Целый день будет поход. Листва еще не выпала. Вон, смотрите. Обычно я 15 сентября хожу на эту речку. А в этом году уже 27 сентября, и листва еще не выпала. Нормальных заморозков нету. Тепло на улице. Но и откладывать дальше у меня просто времени нету. Уже немного времени осталось. Надо ехать на вторую избу охотиться. Так что посмотрим, какой будет поход. Приятного вам просмотра. Такой пеший поход будет. Буду время от времени включаться, снимать, показывать вам, что будет происходить. Как подумаю, сколько идти. Капец. Но если будет птица, конечно же, будет веселее. И время быстрее пройдет. Ладно. Идем. Ребят, спотел, капец. Пока искал, знаете что? Манок, блядь. Вот этот манок искал. Рогатину сделал для стрельбы. Манок искал, блин. Новый рюкзак у меня от подписчика. Тоже испытываю новый рюкзак для удобства там. Но там кармашки, 2 кармашка. Искал, никак не мог найти. Ну все, думаю, только остается смириться. И лучше бы я опарыш забыл, чем вот этот свисток манок. И потом, уже когда одел этот рюкзак, вспомнил, вот еще сбоку, с одной и с другой стороны, удобные кармашки. Вот. Эти кармашки можно документы туда ложить, а я туда патроны для гладкоствольного поставил, положил. И туда еще и манок. Вспомнил, это последние секунды. Блин, думаю, все. Дома забыл. Ладно, попробуем, поманим там. Но дорога, конечно, шикарная. Не могу нарадоваться. Идешь по твердой почве. Вообще четко. А бывает там дождливая осень. Иногда и очень много воды. Не проехать, не пройти там. В этом году все сухо.
Отозвался первый рябчик вон там далеко. Подлетел. Пальцем пуганул его. Ай. Показал вам, и он отлетел. Он бы сюда куда-то сел. Там еще один. Вот такая охота со съемками. Надеюсь, кадр попал. Самец там, а это может самочка была, я что-то не усмотрел. 1-0, ребят, перехитрил он меня. Блин, так ничего не видно. Этого листвы вообще стена. Не. С такой листвой охотиться на рябчика. Не видишь их, просто не видишь. Они сидят, и бывает, когда листвы нету, он перелетает, и их мельком ты можешь увидеть. А сейчас просто стена. Не знаю. Был шанс, упустили, не углядели. Я напугал их. Вот еще. В общем, буду идти потихоньку. Пока вообще не везет. В общем, получается, как я последний раз показывал, вот рябчиков, еще это второе место, где они есть. Но, к сожалению, вообще не подлетают. Черники много тут. Кормовая база у них хорошая. Сейчас даже их не видел. Вроде как от меня даже отлетели. Что-то ближе они свистели. Я сейчас решил уже сам подойти, так как не подлетают. Пока ни хрена. Такие делишки, ребят. Какие-то следы невнятные. Чьи-то следы. Ни когтей, ничего нету, а какое-то... Непонятно. Ну что, ребят. Я нахожусь на том месте, где я в прошлом году вот тут, наверное, оставлял свой мотоцикл. Да, вот тут. А дальше уже ходил пешком. Позапрошлом году еще дальше ездил. Сегодня решил с нуля, вот с начала этой трассы, все пройти пешком. В принципе, не зря я пошел, потому что птиц я видел. К сожалению, ничего пока не удалось добыть. Ветер поднимается, смотрите как. Надо идти дальше, пока прохладно. Оделся, блин. Не знаешь, как одеваться. Но сегодня, думаю, будет жарко днем. Самое главное добраться до реки, там прохладнее будет. Если будет жарко, там можно зайти в воду, там охладить ноги там или еще. Вот. Идем дальше. Где-нибудь перекурим, отдохнем. Здесь обычно в низине тоже рябчики бывают. Не знаю, вот такая стена, ни хрена ничего не видно. Первый и последний раз я пошел в такое время, когда еще листва не выпала. Бесполезная охота. Бесполезная, ребят, поверьте. Просто они... Я их не вижу, этих птиц. Листва очень мешает для охоты. Вот такие делишки. Идем дальше. Но красиво. Ради этой красоты можно и прогуляться.
Просто я любуюсь этой красотой. Пока листва желтая и не выпала. Но один плюс тоже есть в нем. Вот смотрите, дорога в каком состоянии. И сейчас еще задний план покажу. Вот смотрите. Вот. Видели? Сколько раз тут проехали уже на каракате. Не 10, не 20, даже и больше. Я когда сюда на охоту прихожу, когда на охоту, на рыбалку здесь хожу, обычно там один след чей-то, может, на мотике проедет и все. Каждым годом все больше и больше становится техники. И не скажу, что все эти следы у охотников, это ходят за ягодами. Там дальше по этой дороге тоже есть болота, наверное, видать, клюкву там собирают. Не знаю. Но вот это, то, что я вижу, это капец. Говорит о том, что тут все разогнали уже. Шум, гам, стрельба, может, еще что-то там. Вот поэтому бывают и удачные охоты. А сегодня все по нулям пока. Капец. Вот это да. Хреново дело. Наконец-то. Наконец-то хоть один. Лучше, чем ничего. Больше и не было. Больше и не было, ребят. Фу. Ну вот, самочка. Ну вот. Наконец, ребят, первая птица. Первый рябчик. Вот он. Недалеко сидел. Знаете, как все это было? Я вообще шел, ну так, местами свистел. Вообще ничего нету уже давно. Пустой шел. И здесь вот случайно, вдруг, неожиданно у меня ружье, во-первых, было, ну, как сказать, не на плече, а за головой ремень. Вот так висело. Камера выключена была. Сперва увидел, я снял ружье, включил камеру. В общем, не знаю, ребят, у меня новая шапка. Новая шапка, и как стояла камера, не знаю. Вот, ну, в общем, включил, и даже палки этот, упор я не ставил. Просто прицелился и выстрелил. И попал. Все. Осенняя охота открыта с добычей. С добычей нас. В поле трактор пашет. С полем не надо мне. Не люблю, когда вот говорят с полем. Это добыча, ребят. Как ни крути, это добыча. Добываем. Мелко, крупно, без разницы. Вот. Ну, ладно. Идем дальше. Сейчас уже где-то с полкилометра пройду еще. Там будут, ну, где-нибудь чадем. Там в прошлом году тоже там чай пил. В этом году тоже. Уже нормально так прошагал. Надо отдохнуть. Вот так здесь оставим. И все. Пускай висит. Самое главное, чтобы мухи не нашли, блин,
Потому что на улице тепло. Все, не должно упасть. Да, пускай висит. Фу. Вот, наконец-то перекур. Сейчас отдохнем, иначе удачи не видать. Основное прошли. Сейчас по тайге пойдем уже. Подостыть надо. Столик надо организовать. Ставьте лайки, ребят. В общем, вот такой завтрак. Яйцо, хлеб и кофе с молоком. У меня перекур будет сейчас. Минут 15. И дальше пойдем. Сейчас уже по навигатору буду идти на свои места, где я обычно рыбачу. Где я знаю, что могу кого-то поймать. Проверю все ямы. Сколько времени на это уйдет, не могу сказать. Посмотрим. Все буду снимать, показывать. Вот. Навигатор вот тут у меня. Рюкзак от подписчика Владимир Николаевич, который отправил мне. Здесь 2 кармашка, 3 даже. Один большой отсек, потом средний и еще один маленький. Да, 3. Можно уменьшить рюкзак, можно так оставить. Возможно, я еще поменяю шапку, ребят. В тайге там жарко. Это флисовая шапка, которая тоже Владимир Николаевич отправил мне. Спасибо, Владимир Николаевич. Все, конечно, здорово. Так, тут у меня навигатор. Вот сразу подниму навигатор. Без этого просто я буду блуждать. Конечно же, найду, что ищу, но время больше уйдет. Тут у меня рыболовные снасти. Ну и для съемки там еще. Вот. Все здорово.
Ладно, как я буду чавкать, уже не буду снимать. Я вам показал, чем я буду завтракать. Все по-простому. Ничего сложного я с собой не беру. Там у меня еще на обед плов есть, тоже от подписчика, сухпай. Возможно, я его еще где-то после обеда буду есть. А сейчас вот это перекус такой. Самое сложное там еще нас ждет. Это по дороге, конечно, много километров я уже прошел, но вот что нас ожидает, это очень тяжело будет. Там густая тайга, лес, валежники, кустарники. В основном валежники, на реке вообще ужас, что творится. Возможно, начну снизу, там буду подниматься где-то до плотины, если дойдем, а оттуда уже по навигатору обратно. Наверное, снизу и начну. Да вообще лес такой тут вообще не очень мне нравится, очень. Знаете, вот бывает тайга, хочется гулять, ходить, любоваться, а здесь такая тайга, что кажется кругом медведи. Очень такая себе. Ельник, плотный лес. Вот эту палку я здесь уже оставлю, на обратном пути возьму. Здесь тайга он мне нужен, только будет отвлекать. Вот. Ладно, ребят, давайте я завтракаю. Вот еще позавтракал. Съел 3 яйца, ломтик хлеба и 3 кружки от термоса. Кофе еще попил. Вот. Уже посмотрел по навигатору. Самая ближняя яма, это находится отсюда ровно километр. Еще мне по тайге километр идти, потом уже начну рыбачить. Да, наверное, сразу от этой просеки. Здесь находится просека. Вот. И сразу, наверное, отойду в нужном направлении, куда мне надо идти. И уже буду шуровать. Здесь вот немножко видно, что осина, листва уже упала у осины. И вот смотрите, какой, как сказать, плотный подсад. А я помню еще, когда здесь лес вырубали. Я сам в лесу тогда работал. Но я разделывал. Знаете, вот, как сказать, осину отсюда вывозили у пилорамы. Я вообще у другого предпринимателя работал. Здесь с города приезжали, вырубали лес. Еще у совхоза, так называемого, у нас пилорама рабочая была. И на площадке там очень много вывозили древесину. И как-то вот наш предприниматель, видать, что-то какой-то бартер был, или я не знаю. Но наша бригада разделывала эту осину. Да, именно с этих мест. Крупные осины. Здоровые такие. Я еще сегодня, возможно, покажу. Есть такие делянки, еще остатки леса. И на вершинках этих осин там следы когтей у медведя. Видать, медведи залазят там. Хрен пойми куда. Так, ладно. Буду идти тихо. Возможно, еще где-то увижу рябчика. Что местами буду включаться. Так, пока выключаюсь. Вот о чем я говорил, когда чай пил. Густая тайга.
Высокие деревья. Ничего не видно. Сегодня еще ветрено, ничего не слышу я. Бывает. Но в основном стараюсь выходить в тихую погоду. И если зверь где-то ходит, то его услышишь. А сейчас, блин, ничего не слышно. Всякие разные походы были. Бывало по темну там ходил тут. Не очень приятно. Я по навигатору 800 метров осталось. 800 метров. Рябчик. Вроде рябчик был. Вообще молчат. Смотрите, сколько листвы. Хрен найдешь кого. Вообще тишина. Где-то в этих деревьях они. Если не путаю. Бесполезно искать. Ну вот, последний метр, ребят. Наконец-то. Да, река. Это уже река. Угу. Самые козырные места проверю. Фух. Волны какие-то. Уток нету. Ну все, начнем рыбачить.